Салем, бонжур, hello! Здравствуйте, зрители КПК Live! В эфире студенческого YouTube-канала программа Travel Costa Region, посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан. В наших выпусках, путешествуя по Костанайской области, мы расскажем о судьбах людей, о достопримечательностях и легендах, об интересных фактах и событиях малой родины. Студенты и преподаватели Костанайского педагогического колледжа дают старт челленджу о родном крае. Точка отчета – город Костанай, областной центр Костанайской области, которая была образована 85 лет назад, 29 июля 1936 года. О том, как был образован город Костанай, существует много легенд. И вот одна из них. У бедняка было две дочери – Кос и Танай. Однажды бедняк поссорился с баем, на которого он работал. И тот, пользуясь своей властью, отнял у бедняка все земли и выгнал его из рода. После этой трагедии случилась еще одна. Дочери бедняка, красавицы Кос и Танай, погибли. Отец похоронил их на берегу реки Тобол. Люди, проходившие мимо могил, задерживались здесь на долгое время. А вскоре и вовсе образовали поселение, которое было названо Костанай. Обратите внимание на памятник. Вот они, красавицы, Кос и Танай. Мы находимся у красной кирпичной стены в районе остановки «Второй подъем». Интересно, почему она имеет такое название и где же тогда первый подъем? А первый подъем находится в городе Рудный, и связано это с водоснабжением областного центра. За этой стеной находится Горводоканал, главная его артерия. Какая интересная история. Я понял. Закрывай покрепче экран, чтобы не вышел океан. Точно! Берегите воду, источник жизни. Берегите наш родной город. Будьте патриотами малой родины. Костанай, мы тебя любим! Google и Википедия утверждают, что история Костаная весьма примечательна. Газеты прошлого века сравнивали его с американским Чикаго, поражаясь быстроте строительства и размаху города. Кстати, Костанай не сразу получил это имя. Оренбургский архитектор Вебель, первым начинавший проектировать будущий город, подписывал свои чертежи в проект Новотобольска. А мы продолжаем наше путешествие по областному центру. При входе в Центральный парк находится памятник великому педагогу-просветителю Ибраю Алтынсарину, открытие которого состоялось в 2020 году. В этом году 180-летний юбилей Ибрая Алтынсарина празднует педагогическое сообщество. Мы чтим память этого талантливого человека. 54 школы названы в честь Ибрая Алтынсарина. В Костанайской области 5 школ, Аркалыкский педагогический институт, Руднинский социально-гуманитарный колледж и областная библиотека для детей и юношества. В нашей области есть Алтынсаринский район. В 7 километрах от областного центра на правом берегу реки Тобол находится мавзолей Ибрая Алтынсарина. В Костанайском областном мемориальном музее имени Ибрая Алтынсарина собран уникальный материал о нашем земляке. В самом центре города находится здание, сохранившееся с конца 19 века. К примеру, вот эти здания строились с элементами эклектики. В архивах города сказано, что городской краеведческий музей, картинная галерея и дом дружбы, ныне Когамдык Келесым, строились как торговые здания. Расположены они были по улице Николаевской, ныне Алтынсарина. Всем жителям и гостям города мы рекомендуем посетить Костанайский областной историко-краеведческий музей. Быть в Центральном парке и не прокатиться на каруселях, предлагаю испытать эти неповторимые ощущения радости и счастья. С большим удовольствием! Наступает время приключений!
Огромное влияние на развитие города и области, а также формирование демографической ситуации в регионе оказало освоение целинных и залежных земель в 1954-1960-е годы, так как центром целинной эпопеи стал Кустанай и Кустанайская область. И сегодня здесь, в городе Кустанай, монументально возвышается памятник покорителям целины. 13 октября 1984 года монумент открыли с участием партийных, советских работников и комсомольцев. Первоцелинники и горожане заложили в основание монумента капсулу времени, которую необходимо вскрыть на столетие освоения целинных и залежных земель в 2054 году. Осталось всего лишь 33 года, и кто знает, может быть именно вы станете свидетелями исторического события, и в вашем фотоальбоме появятся фотографии извлечения капсулы времени, предназначенной нам, потомкам первоцелинников. Парк Победы является святым местом для горожан и гостей города. Здесь находится Вечный огонь, аллея воинской славы и стелы с именами погибших. Парк был основан в 1965 году по случаю празднования 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основной достопримечательностью Парка Победы считается мемориал, который был создан по проекту костанайских скульпторов братьев Белоусовых, а также аллея героев и Вечный огонь. В 2004-2005 годах Парк Победы реконструировали. На аллее героев были установлены обелиски героям Советского Союза и полным кавалерам орденов славы. В 2006 году здесь был установлен новый памятник жертвам политических репрессий 20 века. Еще через год монумент воинам-интернационалистам, в 2009 году жертвам радиации, в 2011 году был установлен обелиск защитникам Отечества и труженикам тыла. С каждым годом областной центр расширяет свои границы, словно вызов времени. В одночасье вырос Костанай-2. Именно так называется район, в котором мы сейчас находимся. Здесь построены жилые массивы Жастар-Сарае и торгово-развлекательный центр Костанай-Плаза. Кстати, в Плазе находится самый большой термопарк в Казахстане. А пойдем его протестируем? Да, среди бескрайних степей Азии расположен комплекс, состоящий из 6 бассейнов, более 20 саун и бань, а также 6 аэрогидромассажных бассейнов. 2 бассейна находятся прямо под открытым небом. Кстати, термопарк работает круглый год. Сегодня стартует челлендж о родном крае, и мы не могли не вспомнить имя человека, в честь которого названа улица, где расположен наш колледж. Ведь малая родина – это твой дом, улица, город, село. Сохраняйте историю, принимайте активное участие в жизни общества и государства. Помните о подвигах людей, обращайте внимание на молодое поколение, на патриотизм старшего поколения. Будьте достойными гражданами Республики Казахстан. В городе Костанай на улице имени Валерия Федоровича Быковского находится Костанайский педагогический колледж. Имя человека будет жить, пока о нем помнят. Валерий Федорович Быковский был членом первого отряда советских космонавтов, сформированного в 1960 году. Более того, он входил в число космонавтов, которые непосредственно готовились к первому полету. Символично, что в нашем колледже получают профессию будущие педагоги. Они словно первые космонавты открывают мир новым поколениям. История города хранит новые события, связанные с его развитием, прошлым и настоящим. 4 июня 2017 года, к 25-летию со дня принятия государственных символов Республики Казахстан, в городе Костанай состоялось торжественное открытие набережной на улице Гашика. Этот проект реализовался благодаря партнерству государства и бизнеса. Набережная представляет собой роллерные трассы, зону для тренажеров и детские аттракционы, площадки для волейбола и мини-футбола, амфитеатр на 1000 мест,
Сюда для отдыха приходят дети и взрослые. – 18 июля 2021 года на центральной набережной установили памятник нашему земляку, государственному и общественному деятелю, академику Национальной академии наук Республики Казахстан, почетному гражданину Костанайской области Кинжигали Абеновичу Сагадееву. Кинжигали Абенович сформировал свою научную школу, стал автором более 400 научных работ, монографий, учебников. Его ценили и как ученого-экономиста на международной арене. Он был избран членом Нью-Йоркской академии США и Американской ассоциации ученых-экономистов. Стал академиком Международной академии высшей школы. На набережной появился настоящий мемориально-скульптурный комплекс. Помимо памятника, здесь установили солнечные часы, амфитеатр, а также площадки для отдыха и оздоровления. Наше небольшое и познавательное путешествие по городу Костанай завершается, и традицией программы станет вручение будущим абитуриентам буклетов о специальностях Костанайского педагогического колледжа в городах и районах области. Ну а вам, уважаемые зрители, мы предлагаем пройти опрос, расположенный в инфобоксе. Первый, кто правильно ответит на все вопросы, получит приз в честь 30-летия независимости Республики Казахстан. Изучайте родной край, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните, невозможное возможно! Ну а мы отправляемся дальше.